Айда подкаст. Учим татарский. Дуслар, всем привет, это Айда подкаст. Меня зовут Айнур, и я учу татарский. Мин татарша үйренем. Сәлем, дуслар, мин Эльза, мин татарша үйретем. Эльза, как всегда, мой самый первый вопрос. Какую тему мы сегодня будем проходить? Сегодня мы будем проходить очень актуальную тему. Будем говорить о риэлторских услугах на татарском. Вау, вот это, кстати, я могу представить. Угу. Например, в каком-нибудь татарском городе, поселке, где только татары, и риэлтор, наверное, будет говорить только на татарском. Да, и запросы, конечно же, будут тоже на татарском, соответственно. Бик казак. Бик казагае. Давайте начнем с самой фразы риэлторские услуги. Услуга — это хазмет. Хазмет курсету, оказывать услугу. Риэлтор хазметы, потому что слово риэлтор, оно так и сохраняется. То есть о ее происхождении я не знаю. Скорее всего, это какое-нибудь, иностранное, европейское слово. Риэлтор, да? Ну да. Да. Не звучит как русское слово. И даже не звучит как татарское. Да. То есть, когда вы обращаетесь к риэлтору, вы говорите, задаете свой запрос, да? И эзлим, например. Ищу дом. Да? Яки фатир эзлим. Ищу квартиру. Квартиру, да. Фатир — это квартира. Хорошо, смотри, Эльза, сразу вопрос. Вот фатир, это квартир, это вот есть связь? Или фатир какое-то самостоятельное слово? Мне кажется, это самостоятельное слово. Фатир тоже, квартира отдельно. Просто вот так совпало, что они созвучны. Есть же вот у нас квартирники, а есть там фатирник или фатирлык еще называют. Фатирлык тоже называют, да? Угу. Интересно. Это просто сходство какое-то, совпадение, так скажем. Окей, супер. Скорее всего. Вот. Итак, вот представим, что вы захотели купить, например, да? Купить будет, мы знаем уже, мы ходили на рынок. Сотто боларга. Сотто боларга, да. Или продать. Сотырга. Сотырга. Или арендовать. Тут уже поинтереснее. Давай я попробую. Просто я думаю, что арендовать тоже будет просто арендага оларга. Что такое? Да, арендага оларга или арендаларга. То есть используем слово аренда. Как глагол. Как основное слово. Угу. Все, пока все понятно. Дом, квартира. Дача есть татарская? Мы же где-то я тебя, по-моему, спрашивал на каком-то подкасте. По-моему, ты сказала, что нет слова дача татарского. Дача так и будет. Дача — это слово использовалось еще в конце 19-го, начало 20 века, может, до этого тоже, но я встречала. Татары. То есть татарлар это использовали. А потом еще же можно продавать, например, или покупать землю. Земля, кстати, так и будет. Жир. Угу. А у татар есть вот эти разметки, там, типа, гектар, 5 соток, что-то свое там? Свое было, да. Бишфут. Барида, да, есть такое, но я не подскажу точно. Вот я знаю, есть такое произведение «Шаршинжир». У Аяза Гляжева, значит, вот использовать слово «аршин». Еще, наверное, что-то есть. А есть песня «Жалкалфак», там есть такие слова «житмеш». «Шакрам». Это вот что значит? Шакрам чуть больше километра. Но это тоже какое-то вот, имею в виду, расстояние. Да, расстояние, но в современном татарском языке это слово используется как перевод слова «километр». То есть, километр — шакрам. Вот я, например, это слово использую, шакрам. Но если смотреть вот точно, говорят то, что шакрам, оно чуть больше, чем километр. Супер интересно. Вот видите, у нас тут татар... У Алканат, кстати, есть даже песня. «Езалтмаш», «житес от». Потом там есть слово «шакрам». Сейчас нужно... Нет, у них что-то там «шакрамдар айрсада». Надо пояснить, кто такие Олканат. Это татарская группа. И не просто группа, это прям какие-то тяжелые ребята, там, металлисты. Ну, не тяжелые не в плане, как я, там, 120 килограмм, да, а по музыке тяжелые. Да, вот была такая группа, сейчас они, насколько мне известно, не выступают. Это Артур Исламов. Артур Исламов. Да, он сейчас ушел в оперу. В общем, вот у них в творчестве можно встретить это слово «шокрам». Что как дальше будет тогда «я зову километр»? Шокрам на шокрам? Зову на километр? Или просто вот есть километр, я его зову. Шокрам на шокрам. Я шокрам на шокрам. Ладно. Просто моя любимая тема. Да. Ага, дальше. Дальше. Вот я предлагаю тут еще разобрать слово и йорт, и слова, да, и йорт, и разницу между ними. Потому что это дом, йорт — это тоже дом. Угу. В чем разница? Может быть, как в английском home и так house? И есть, да. И конкретно про мы говорим там, где мы живем, да, там, где какой-то определенный человек живет. Это вот home. Угу. А просто про какой-то дом, который стоящий, он жилой, мы говорим йорт.
Мгм. То есть вот татары разницу, наверное, поймут. Но А. объяснить это на русском немножко сложнее. Ну, здание, йорт. Жилое здание, наверное. Мгм. А и это типа вот, любой дом, квартира это твой синин и. Да, да, там, где уже конкретно кто-то проживает. Потому что... Но глобально же, наверное, ошибки не будет, если я вернусь в квартиру и скажу мин-йорт Глобально. какой-то там. Или Нет. так будет. Вот когда ты скажешь то, что ты вернулся домой, то здесь используем слово «ый». Ну вот в родную деревню возвращаюсь каждую пятницу. И какой там? Игёхайтам. Здесь Не- будет игёхайтам. Так, вот, да, разница в этом. Йорт. Например, если мы смотрим на какой-то жилой комплекс и видим там многоэтажки, то здесь будем использовать слово йорт. И вот, кстати, многоэтажка это будет куб, котла, йорт. Куб это много, а кот это Этаж. этаж, да. Этаж или слой. Слой, да, кот. Котла, да, Мгм. слоями. Капуста котла, например, тоже. Лук. Лук. Тоже. Шрек. Помните? Котлы, ну да. Котла-кот. Слоеный этаж. Мгм. Окей, хорошо. Смотри, у меня такой вопрос. Йорт очень звучит как юрта, да? Вот есть же слово в русском? Да. Ну, очевидно, наверное, это что-то Татарском тоже юрт. Юрта. юрт. Анчипла. Шатыр? Ну, это шатер. Ну да. Шатер, юрт, йорт. Да. Йорт, да, оттуда это Какое-то однокоренные. однокоренное слово. Да, однокоренные Очень слова. интересно. Значит, йорт. Что дальше? Вот слово кот, мы сказали, этаж. Как это можно запомнить это слово? Вот представьте, например, у вас есть дом, такое большое здание, и вы ее делите на этажи. То есть, если взять английское слово cut, делить, разделять, резать, это вот как раз-таки у вас получается слово кот-этаж. Интересно, слушай, если мы вот так еще через английский будем рассказывать, будет вообще прикольно. Ну да, если владеешь английским. Кот. Да, Или кот. у тебя может на этаже жить кошка близко к cat. Ну ладно, кот хорошо, твой ближе. Да. На каком-то этаже, да, чтобы сказать, здесь нужно вспомнить числительные. Биш и окончание порядкового числительного мы его называем, потому что биш это 5, а вот чтобы сказать пятый, порядковое числительное, используем слово «нченще». Оно тоже очень многим известно, потому что многие писали, наверное, в тетради число каждый день. Бишенще, апрель, алтенще, май. Это вот окончание порядкового числительного. Бишенще кот, пятый этаж. А на пятом этаже будет бишенще котта. Бишенще котта удваивается т? Да, удваивается т. Мин бишенще котта яшим. Шулай, мин бишенще котта яшим. А вот чтобы сказать пятиэтажный, то здесь используем окончание «л». Вспомните, что это окончание образует прилагательное. Мы уже говорили об этом несколько раз. Биш котлы йорт, например. Биш котлы йортны үшінші котында яшим. Живу на 3-м этаже 5-этажного дома. А еще можно здесь усложнить предложение и сказать вот так. Биш котлы йортны үшінші котында ике бөлмелі фатирда яшим. В 5-этажном доме живу на 3-м этаже в 2-комнатной квартире. Вот ике бөлмелі это 2-комнатная квартира. Бөлме, значит, это комната. Бульмя это же будто бы не дели. Бульмя. Да. Кстати, да, это Син слово... безне бульмя, типа ты нас не разделяй. Да, не разделяй. Это слово тоже происходит от глагола буль, делить, а вот бульме это комната. Вот это окончание мя, оно и окончание отрицания у глаголов. Также это суффикс, который образует Какое-то существительное, видимо, да? существительное от прилагательного. Потому что мы уже говорили, что есть там тундерма, да? Тундерма. Не замораживай, и в то же время мороженое. Олма. Не бери и яблоко. И таких слов много, если вспомнить. Все, запомнили. Бульме. Бульме. Комната. Комната, да. Если... Здесь тоже, кстати, можно представить, что вот у вас есть такая большая площадь, например, вашей квартиры, и комнаты они делят, разделяются, и получается вот бульме. Ну, такая логика. Да, татар. то есть разделяешь тоже кат, но уже... Цибуль. Это было, грубо говоря, вертикально, а тут горизонтально. Эльза, а в квартирах у татар есть еще какие-то комнаты? Да, обязательно. Зал, есть название кухня. комнат, и оно очень легко образуется с помощью слова бульме. Или бульмесы, например, что-то бульмесы, гостиная. Если вот, например, у нас гости это Кунак. кунак, то значит гостиная это Кунак бульмяси. так и есть.
Кунак бүлмесі. А детская комната? Балалар бүлмесі. Кухня? Ошхана бүлмесі. Yok, аш бөлмесі. Просто аш бүлмесі. Да. А ошхана Это это? столовая. Столовая. Ашхана это столовая. А аш бөлмесі это кухня. Какая еще есть комната? Например, спальня комната. Юклау бүлмесі. Йокы бөлмесі. Йокы бөлмесі. Йокы это сон. А юклау я вот говорю. Почему Юклау- я как-то интуитивно сказал юклау? Что значит? Йоклау это процесс, ну, когда ты спишь. Меня- Понял. Мгм. Ну, Йоклау. так нельзя говорить. Или Это некорректно? имя действия. Мгм. Это как вот, например, Present continuous юклау. юг. Это ерунди. Если уж Sleeping. на то- Ну, на- вот на то- sleeping. Да, sleeping. Если на то пошло, да, йоклау. А какой еще есть комната? Ванная Прачечная. комната. А, Ванная ванная. комната. Мгм. Блин, даже не могу сказать, что чистарту бульмесы, Юану Юану, бульмесе. ага. Да. Юанарга это умываться, мыться. Юану бульмесе ванная комната. Вот туалет только нас подводит, потому что здесь в бульмесе ничего не скажешь, здесь есть конкретное слово. Я знаю его, бедрев. Бедрев, да, такой выпил плохой раф. Бедрев. Бедрев. Слушай, Эльза, у тебя очень классный метод запоминать татарские слова. Ну Мне да, кажется, это тебе уже нужно выпускать годами свой выработанный. отдельный сборник. Мгм. Бедрев. Бедрев. Да, вот так с комнатами. А сейчас... Прачечная можем придумать? Кир ю бульмесе. Хорошо. Кыр, ю. А ю как пишется? Ю. Интересно, две буквы, первая ю, вторая у. Ю. А Мгм. получается, если скажу просто мой, это будет одна буква ю. Ю. Значит, да, мы, кстати, говорили вроде об этом. то, Да, что где-то говорили, я в помню. татарском языке есть глагол, который состоит из одной буквы. Это ю. А еще есть у. Урга это тоже мыть, но тереть, стирать. Урга. Ю, Есть у. руками стирать. Да, еще есть вот эти и мы проходили и матуртали, и тугантали. Ансу уже, да, это уже не глагол. Ну, есть. Хотя есть глагол и, башон и. Склони голову. Да. Ну вот башона и, например, после выступлений. Башона игас. А пишется как будет тогда? Бошевна и. Это и или и краткое? Нет, просто одна и. Бошевна и, бошевна ю, бошевна у. И. Класс. Да, класс. А сейчас можно перейти к каким-то фразам, да, которые используются риэлторами. Например, составляем договор, да? Договор это килешу. Килешу тезибес. Тезерге составлять, строить. Значит, килешу тезибес. Составляем договор. Можно я сразу по своим ассоциациям? Мин килишам, я говорю, я соглашаюсь. И Да. получается, килишу будут звучит еще дословно как соглашение. Так да. ведь? И это же, ну, Договор, это и договор, соглашение. да, килишу, вот так вот. Килешу. А тузибис это и тузибис, йор тузибис, да, тоже можно сказать. Также можно сказать. Да. Строим. Строим, Составляем. составляем, да. Класс. Вот. Тезерге. Мгм. А еще есть слово тезерге. Это расставлять. Расставлять, в какой-то порядок приводить. Китапларны харифлер буйынша тиздим. Тездым, да, правильно, верно. Меня похвалила учительница. Бір жылға алдан келуші тізейбіз. О, Это уже посложнее, да, фраза? Бір Будто жылға что-то на год. алдан. договор. Да, то есть на год вперед составляем договор. Бір жылға алдан. Алдан это Заранее. заранее, спереди. Мгм. Вот. То есть ул алдан киля, он идет спереди. Какие еще фразы используют риэлторы? Или ты? Я вот у риэлторов знаю всегда два слова. Это залог и комиссия. Залоги комиссия. Но на татарский язык перевести это слово, наверное, ну, не получится, потому что эти татарские риэлторы не берут не берут комиссии и не да. берут Нет, залог. комиссию, конечно же, они берут, но они, наверное, там куштенеш, рахметле, там, ну, вот, благодарение, да? Куштанеш или процент. Да-да-да. Ну, наверное, так и будет залог комиссия. Я думаю, что татары вряд ли придумали новые слова. Да. Ага. Ну вот, если мы будем описывать дом, квартиру, которую мы хотим сдать, продать или купить, то можно будет использовать следующие прилагательные. Это иркен, Свободная, просторный. просторная. Просторный, да. да? Если про квартиру, то это просторная. Если про, например, страну какую-то, да, это будет свободная, да.
иркен фатир или наоборот тор. Это что, узкое? Узкое, да. Узкое. То есть тор бульме. А кинг это? Кинг это широкий. А кинг и тор Например, это антонимы? Это антонимы. Вот, например, если коридоры, да, обычно бывает или тор, но желательно кинг. Угу. Или иркен в этом случае тоже можно использовать как антоним. Угу. Потом, например, есть йокты фатир. Светлое. Да, потому что там терезелер куб, Кояш, дивара. диварлар, да, стены светлые, много окон, много света. Или наоборот, коранғы, Темный. темный, да, коранғы диварлар. Что еще, например, терезелер эс Или юг. или юг, Я юг. туньёк. Если ты снимаешь квартиру в Без здании, окон? где была бывшая баня в черную. Я думала, здание НКВД какое-нибудь. Не, ну тоже возможно. Да. Ну, кстати, у нас интересная есть история с номером в гостинице без окон в Австралии. У вас. У нас есть такая история. Это сейчас Эльза, как сказать, нативно понтанул, что она была в Австралии. Кстати, у меня есть интересная история про гостиницу в Ульяновске. Вы видите, вообще не так звучит уже по сравнению после Австралии. Ага. Да, на этой ноте мы, наверное, закончим пока. Очень интересная тема, кстати. Да, если хотите, пишите, вот где увидите этот подкаст, если там есть комментарии, пишите, если хотите вторую часть. Вторую часть или уточнить образование, происхождение, или какое-то слово, которое вы не знаете, хотели бы знать, или можно придумать что-нибудь, да? Да. Вот. И по нашей новой традиции сейчас Эльза зачитает весь список слов, Да? чтобы вы медленно, тихонечко послушали и еще раз смогли запомнить, либо просто еще раз послушать. Угу. Риэлтор хизметі, риэлторские услуги. Үй, дом. Фатир, квартира. Үй ізлим. Ищу дом. Фатир ізлим. Ищу квартиру. Арендаларға, арендовать. Сатып алырға, купить. Сатырға, продать. Фатир, квартира. Кот, этаж. Бишінші котта, на 5-м этаже. Биш котлы, 5-этажный. Биш котлы йортның 3-ші котында 2 бүлмәле фатир бар. Бүлмә, комната. Кунак бүлмәсе, гостиная. Балалар бүлмәсе, детская. Аш бүлмәсе, кухня. Йокы бүлмәсе, спальня. Юну бүлмәсе, ванная комната. Бәдрәф, туалет. Килешү төзибез, составляем договор. Бір елға алдан килешү төзибез. Составляем договор за год. Иркен, просторный. Тор, узкий. Йокты, светлый. Коранғы, темный. Дуслар, на этом все. Больше материалов вы сможете найти на сайте нашего проекта Эйда онлайн. А также в наших социальных сетях. Мы есть почти во всех популярных социальных сетях. Ищите Эйда онлайн и учите татарский вместе с нами. С вами были ведущие подкаста Эльза. Һәм Айнур. Сау булыгыз. Сау булыгыз, дуслар. Уңышлар сезгә. Эйда подкаст. Учим татарский.